Выходи из комнаты, не совершай ошибки. Советами Бродского здесь никто не пренебрегает. А самоизоляция – это лишь повод заняться тем, что тебе действительно интересно. Можно, например, прочитать любимую книгу или вот научиться вышивать. Для этого не нужно особенного таланта, а лишь желания и терпения. Если кто-то только начал вышивать на вынужденных каникулах, то Лида Хамхоева занимается этим делом более 10 лет. Сначала освоила крестиком, затем стала вышивать гладью. Самое интересное в работе, когда последняя линия превращается в красивый узор, признается Лида. Все это я, как бы это ни звучало банально, все я это делаю просто для души. Тут финансовая сторона, честно говоря, меня мало интересует, повторюсь в этом. Просто мне нравится это. Вот наши национальные платья люблю очень, вышивку люблю. Ну вот как-то так живу этим пока. Бисероплетение, вязание крючком, подделки из бумаги – это всего лишь малая часть навыков рукодельницы. Главное, по ее словам, чтобы работа передавала замысел произведения. А что касается вдохновения, то оно всегда приходит, когда ты его совсем не ждешь. Как бы не всегда же вышиваешь, иногда надо в огороде поработать. Пойдешь в огород, там и цветы, и грядки, ну и с ними немножко поработать приходится. И потом уже с огорода приходишь, есть такой красивый цветок где-то открылся, то, естественно, охота его быстро на полотно, быстро его вышивать, охота его сделать картину. Вот. Так что вот вдохновляет вот это, естественно, наш окружающий мир, вот так сказать, мой огород, сад, огород, и то, что людям нравится. Любовь к шитью Лиде передалась от мамы. Та никогда не сидела сложа рук. Эскиз, моделирование, вышивка – несложный алгоритм, но рождает целое искусство. Ведь создание нарядов – это результат таланта и упорного труда, а свадебное платье – это целая история для виновницы торжества. Сначала на гипюр нашиваю бисер, обшиваю его пайетками, стеклярусом, бисером и пришиваю уже готовое изделие, да, работу. А иногда вышивается прямо на платье. Ну, вот этот процесс, вот он происходит вот так. Вот что получается у нас. Вот. И вот это у нас перед нашего чулка. Помимо этого, женщины не дают скучать и своим воспитанникам из Центра культурного развития, где преподает декоративно-прикладное искусство, снимает для детишек онлайн-уроки и публикует в соцсети. А совсем недавно присоединилась к всеми любимой акции «Ночь в музее», где провела экскурсию по своим работам. Была проблема вот именно с материалом. У нас как бы не было этого, и надо было ехать или в Хасавюрт, или в Пятигорск. Все было очень дорого. Сейчас у нас очень много магазинов для рукоделия, очень много фурнитуры, и ленточек, и бисер. Выбор шикарный прям. Вот, поэтому сейчас, конечно, никаких трудностей нет. В общем, самоизоляция – это лишь дополнительное время, которое дается, чтобы побыть с семьей, позаниматься любимыми делами и сделать то, что так давно откладывали – вышивка как вариант. Хава Гагиева, Магомед Белакиев, Новости 24.